Очередная порция плавленного алюминия отправляется в станок. Через несколько секунд из него получится форма секции. Шум работающей техники на заводе по производству отопительных радиаторов не умолкает ни на минуту. А рабочие 24 часа в сутки трудятся здесь, что называется, не покладая рук. Умар Кокурхоев в цехе первичной плавки работает не так давно. Всего лишь пару месяцев, но уже освоил все правила работы со станком. Из таких вот частей секции собирают радиатор. هر واقع این ну, с утра до вечера смена 1600 اشتحيو ночную смену اشتحيو. Секции отправляют на конвейер в следующий цех. Их здесь, кстати, несколько. Механа обработки, сборки и испытаний, где части будущих радиаторов как следует обрабатывают на нескольких станках. Здесь они шлифуются, делается резьба, а затем собираются в готовую продукцию. Процесс обработки на этом не завершается, а последний штрих для готовой продукции – цех по покраске. Затем сушка и упаковка. Весь этот процесс контролирует Саид Альвигантимиров. Первая машина одевает первую пленку на радиатор, потом она проходит по конвейеру, одеваются коробки и, соответственно, вторую пленку. Потом мы его кладем сюда, на палет, обматываем стрейч-пленкой и в конечном итоге уже на склад отправляем. Аналогов заводу по производству отопительных радиаторов нет на территории СКФО. Здесь трудится около 100 рабочих. Предприятие построено при поддержке Фонда развития промышленности. В среднем здесь производят более 3 миллионов секций в год. На данный момент продукция поставляется в несколько регионов России. В ближайшей перспективе поставки в Белоруссию. Сейчас ведутся переговоры. Когда идет реализация, и реализация выходит за рамки России, скажем так, это ближнее зарубежье, но все равно за рамки, за границы России, это определенный уровень произведенной в Ингушетии продукции. И, соответственно, другой какой-то взгляд на то, что здесь в Ингушетии можно сделать и чего мы можем достичь. Директор также отмечает, с каждым днем производство набирает обороты. Все это благодаря современному итальянскому оборудованию, для работы с которым требуется высококвалифицированный персонал. Этот вопрос также решается на месте. Сотрудники здесь же проходят соответствующее обучение. Сам объект, впрочем, как и другие промышленные предприятия в городе, находятся на особом контроле местной администрации, сотрудники которой часто наведываются на завод с инспекционной проверкой. Очень приятно наблюдать то, что у нас не только в республике, у нас конкретно в городе производится, есть такое производство, чему мы очень рады. Есть и также положительный показатель с точки зрения трудоустройства нашего местного населения, поступления налоговых поступлений. Надеемся, что и дальше будет только положительно, динамично развиваться производство на данном заводе. Производство планирует расширять. В планах руководства завода, кроме освоения российского и белорусского рынков, вывести бренд «Сделано в Ингушетии» на рынке ближнего зарубежья. Тем более высокие показатели и объем производства позволяют. Юсуп Гелисханов, Майырбек Миржоев, Новости 24.